8:07 в Башкирии. В эфире радиостанция «Эхо Москвы», в Уфе «Уфимский разворот». Меня зовут Айдар Ахмадиев, звукорежиссер Никита Полянин. Мы работаем в прямом эфире. Трансляции в Facebook и на YouTube также запущены. Давайте встречать новую рабочую неделю вместе. Номер для смс-сообщений, сообщений в Телеграме также существует. +7 927 304 1051. Пишите свои смс-сообщения, присылайте вопросы. Тем более во второй половине часа по традиции у нас будет гости. Даже 2 человека. Правда, один из них дистанционно, но я думаю, это никак не повлияет. План у нас таков. Обзор прессы. Почитаем материалы коллег, вышедшие за практически 3 дня. Пятница, суббота и воскресенье. Проведем голосование. Это наша интерактивная часть. Затронем там тему митингов, несанкционированных в Хабаровске. И попробуем примерить это на Башкирию. Да, вот так сказать, с отсылкой на Башкирию посмотрим. Федеральные и региональные новости дальше нас ждут в середине часа. И после этого во второй половине по телефону с нами будет Эльза Маулимшина, член Совета по правам человека при главе Башкирии, председатель Совета Башкирского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Буквально на медне Эльза стала председателем этого совета. И поговорим с ней вообще, для чего нужно охранять памятники истории и культуры. Конкретно здесь речь идет в большей степени, я думаю, про архитектурные памятники. Наверное, многим известна история, что в Уфе уничтожаются в последнее время вот эти памятники архитектуры. И я думаю, этот совет республиканского отделения все-таки сможет как-то посодействовать, помочь защитить эти памятники от грязных рук, так скажем, и нечестных. А дальше, после Эльзы, мы свяжемся с Русланом Валиевым, это шеф-редактор «Эхо Москвы» в Уфе. Поговорим о публикации некоторых СМИ Башкирии про некую смену учредителя «Эхо Москвы» в Уфе, якобы. Что это значит? Почему некоторые журналисты напутали историю совершенно, когда говорили о смене учредителя «Эхо Москвы» в Уфе, хотя это к радиостанции априори практически не относится, да, в большей степени к сайту «Эхо Москвы». Вот. А начнем мы с обзора прессы. Первый материал «Правда ПФО». Росстат обнаружил 700 лишних смертей в Башкортостане и 200 в Чувашии в период ковид-пандемии. В регионах Приволжского федерального округа в апреле и мае резко возросла смертность. За апрель и май в Башкортостане умерло 32 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Они 18, как докладывал региональный оперативный штаб. В Чувашии за это время также умерло 34 ковид-положительных пациента, а не 14, как сообщали их республиканские власти. Таковы официальные данные Росстата, опубликованные в минувшие выходные. Но куда важнее для понимания масштабов последствий ковид-пандемии общие цифры смертности. Его причину смерти скрыть можно, но сам факт пока еще нет, пишет журналист «Правды ПФО». И эти цифры за май ужасают. Смертность в ПФО снижавшаяся в период в квартале 2020 года на 0,5%, в мае подскочила сразу на 7%. В Башкортостане смертность в мае увеличилась на 10% по сравнению с маем 2019, в Чувашии на 13%. В численном выражении это дало 689 человек избыточной смертности в Башкортостане и 201 в Чувашии. Всего же в России за апрель-май умерло на 23 тысячи человек больше, чем это можно было бы ожидать при сохранении докоронавирусных тенденций. Официальные цифры смертности от ковида в несколько раз меньше. Вот с чем вызвано такое расхождение, мне кажется, это просто полнейший беспорядок. Либо оперативный штаб республики просто скрывал данные о таком количестве смертей, либо я не знаю, почему такое происходило. Придумайте, пожалуйста, причину, подумайте сами, из-за чего такое может быть. Второй месяц подряд Росстат публикует информацию о смертности в стране поздним вечером перед выходными. И неспроста. Снижавшийся до марта 2020 года на 2,5% к 2019 году, начиная с апреля, этот показатель стал серьезно расти. Всего в России в мае умерло на 11% больше людей, чем годом ранее. А в особо пострадавших от пандемии регионах этот показатель еще страшнее. Например, в Дагестане смертность возросла на 60%, в Москве на 57%, в Санкт-Петербурге на 47%. Просто представьте, да, это вот я передаю огромный пламенный привет ковид-диссидентам, антипрививочникам и так далее, другим подобным людям. Пожалуйста, вот вам данные, которые публикует Росстат. Даже вот возьмем Дагестан, да, смертность возросла на 60%.
от нормальной смертности в этот период года относительно прошлого 2019. Вот, пожалуйста, вот это результаты коронавируса. И те, кто говорит, якобы коронавирус — это просто сезонный грипп, привет Елене Малышевой, мне кажется, это совершенно просто, грубо говоря, идиотская теория, на мой взгляд. Потому что нужно все-таки анализировать, нужно попытаться понять, как, например, это сделал журналист «Правда ПФО». Материал огромный, вышел он сегодня утром, буквально несколько минут назад, поэтому предлагаю обратить на него особое внимание для тех, кто интересуется этой темой и хочет подробнее разобраться в том, что происходит в нашей стране в эпоху пандемии коронавируса. Следующий материал, вот как раз этот материал на тему нашего диалога с Русланом Валиевым, шеф-редактором радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Шеф-редактор уфимского «Эхо» заявил, что редакционная политика радиостанции не меняется, пишет «Коммерсант». Руслан Валиев заявил «Коммерсанту», что никаких изменений в редакционной политике издания не произошло. За редакционную политику отвечает ЗАО «Эхо Москвы», которому принадлежит лицензия на трансляцию радиостанции в Башкирии, отметил он. Сотрудники редакции являются сотрудниками ЗАО, самостоятельно формируют редакционный контент и информационную политику, отметил Руслан Валиев. Для нас, он говорит, ничего не поменялось. Единственным человеком, определяющим редакционную политику, был и остается главред «Эхо» Алексей Венедиктов. Портал ПроУФУ на тот момент, это было, получается, позавчера, сообщил о смене учредителей уфимской компании ООО «Эхо МСК». Учредителем стала Наталья Кардакова, которая также владеет ООО «Горобзор», издающим одноименный уфимский сайт. Руслан Валиев сообщил, что ООО «Эхо МСК» занимается только сбором и размещением рекламы на радиостанции и портале «Эхо Москвы» в Уфе. И вот он что говорит. Насколько я знаю, в состав этого предприятия вышли люди, которые по факту давно к нему отношения не имели. Компания переоформлена на бухгалтера, который также является на аутсорсинге бухгалтером Горобзора. Это абсолютно технический вопрос, говорит Валиев. Но мы с ним еще подробно об этом поговорим во второй половине эфира. В прямом эфире попытаемся все-таки, несмотря на то, что он шеф-редактор нашей радиостанции, я буду придерживаться, так сказать, позиции независимого журналиста и попытаюсь задать ему каверзные вопросы. Посмотрим. Вообще, в чем-то дело, да, вот ПроУФУ изначально, это то издание, которое опубликовало информацию о смене якобы учредителя радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Вот как звучал их материал, да, у сайта «Эхо Москвы» в Уфе сменился учредитель, но в заголовке было написано: у радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе сменился учредитель. Этот материал до сих пор висит на сайте ПроУФУ. Об этом ПроУФУ сообщил некий источник. При проверке данных в сервисе Руспрофиль выяснилось, вот, что действительно 8 июля у компании ООО «Эхо МСК», которая является владельцем сайта «Эхо Москвы» в Уфе, произошла смена учредителя. Ну вот, и они также написали, что некая Наталья Кардакова, согласно, как я уже сказал, данным сервиса, да, является еще и учредителем Горобзора, популярного уфимского информационного портала, который, по словам некоторых людей, аффилирован с властями региона, так сказать, с Белым домом Башкирии. Ну вот изначально еще в материале про Уфу писалось, что якобы радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе позиционирует себя как оппозиционная. Но, пожалуйста, коллеги, вот обращаюсь к журналистам, которые писали этот материал, будьте внимательны, когда пишете вообще что-либо и публикуете на своих сайтах. Потому что совершенно является ложью и враньем, когда «Эхо Москвы» в Уфе называют оппозиционной радиостанцией. Где кто говорил когда-либо, что мы оппозиционная радиостанция? «Эхо Москвы» и «Эхо Москвы» в Уфе в том числе — это независимое средство массовой информации, которое пытается объективно, во всяком случае, да, освещать события, явления и процессы в нашей стране и за рубежом. Никто никогда не позиционировал на «Эхо Москвы» себя как именно штатные сотрудники, руководители «Эхо Москвы», как оппозиция. Это совершенно бред полнейший просто.
Следующий материал «Коммерсант». Башкирские единороссы пообещали 500 тысяч рублей за информацию об убийцах ветерана. Башкирское отделение «Единой России» пообещало вот это вознаграждение довольно крупное за информацию о людях, об ограбивших и убивших накануне, не накануне, получается, это было на прошлой неделе, да, еще в конце, ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова. Об этом сообщил в социальных сетях глава регионального исполкома партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров. Ветеран проживал в селе, в одном из сел Кигинского района Башкирии, ему было 100 лет, вот его какие-то совершенно ужасные люди вот с ним так поступили, убили и ограбили. И значит, что Ахмадинуров написал, да, о чем в принципе этот материал? Вот он что пишет, это цитата. «Молитесь, сволочи, убившие ветерана, чтобы вас нашли полицейские, а не мы». Интересно. Да? Так написал Рустем Ахмадинуров. Я, конечно, понимаю эмоции. Естественно, когда такие пагубные поступки, преступления совершаются, конечно же, у многих чешутся руки. Но Рустем Ахмадинуров все-таки политик, да, крупного калибра. И мне кажется совершенно неправильным в данном случае вообще говорить, что молитесь, чтобы вас нашли полицейские, а не мы. Ну, то есть, а если найдут, значит, политики из «Единой России», члены партии, что тогда будет? Что, самосуд будет или что? Мне кажется, это совершенно неуважение. Лишь простите меня, кто со мной не прав, но это мое личное мнение. Это совершенно неуважение к судебной власти, конституционному строю нашей страны и к правовой системе нашей страны. Потому что такими преступлениями все-таки занимается суд, правоохранительные органы и так далее, Следственный комитет и так далее, понимаете? Никто не устраивает самосуд. Необходимо судебное разбирательство во всех случаях, даже в подобном. И поэтому, конечно, вот эта фраза Рустема Ахмадинурова, она меня впечатлила. Я совершенно согласен, что это преступление ужасное, но все-таки вот говорить, чтобы кто-то молился, чтобы их нашли полицейские, а не члены партии «Единая Россия», ну, это максимально странно, мне кажется. Следующий материал «Идель Реалии». К активистам флешмоба в защиту Куштау явилась полиция. Здравствуйте, вот что, значит, происходит. По словам жительницы, расположенной близ горы деревни Урняк, полицией было получено заявление от неизвестного гражданина о том, что активисты якобы являются организаторами несанкционированных акций и привлекают к ним несовершеннолетних. К нескольким активистам протестных акций в защиту горы Шихана Куштау, которой угрожает промышленная разработка со стороны сырьевая компания, да, явилась полиция. Как рассказала Идель Реали Рузина Мухамеджанова, жительница, расположенной близ горы деревни Урняк, к ней и еще к 3 общественницам пришел местный участковый уполномоченный, потребовав дать объяснение по поводу флешмоба, прошедшего у подножия Куштау 5 июля. А вот что говорит жительница. Неизвестный нам человек написал в полицию заявление, что мы якобы являемся организаторами несанкционированных акций и привлекаем к ним несовершеннолетних. И к тому же нарушаем запрет на проведение массовых мероприятий в период эпидемии коронавируса. Но мы не были организаторами, а некоторых из нас вообще не было на этом флешмобе. Это мероприятие сугубо добровольное и стихийное, сказала жительница Мухамеджанова. Общественное объединение и местные власти неоднократно проводили флешмобы, я напомню, и другие акции в защиту Куштау. Власти со своей стороны неоднократно пытались помешать проведению протестных акций. Напомню, что такое Шихан Куштау, для тех, кто еще не знает. Но если вы не знаете, это странно, друзья мои. Шихан Куштау — это одна из гор, уникальных гор на территории Республики Башкортостан, которая фактически сейчас находится под угрозой уничтожения сырьевой компании, да, в целях производства соды. Башкирская содовая компания там замешана и так далее. И на месте, вот где эти горы находятся в Республике Башкортостан, там сейчас создается геопарк Таратау. Таратау — это тоже одна из гор, один из шиханов. Вот. Но, как я уже говорил неоднократно, да, в эфире «Эхо» в том числе, на недавнем международном форуме урбанистики, который прошел в Уфе,
Этот геопарк Туратау с большим размахом презентовали, рассказывали о нем, хвалились, но никто совершенно не сказал ни одного слова про Куштау, ни одного. Естественно, просто для многих гостей, я думаю, вот, которые читали мою публикацию на личной странице Facebook, стало шоком, что вообще существует гора Куштау, которая, оказывается, еще и уничтожается практически. Там недавно начали вырубку деревьев, и вот, естественно, жители, не только, кстати, Башкирии, много кто высказался, даже зарубежные ученые высказались против, да, не поддержали инициативу правительства, в том числе региона. Радия Хабирова, который неоднократно говорил, что он не передумает отдавать Куштау разработчикам. Вот. И, в принципе, конечно, очень, знаете, неприятно читать новости на эту тему. Ну вот кому надо подробнее узнать, Идель Реали, статья называется «К активистам флешмоба в защиту Куштау явилась полиция». Следующий материал «Успеем до голосования». Троллейбусы Уфы сменили управляющего. Вот так вот. Правда, ПФО. Материал. В компании продлена процедура внешнего управления. Новым внешним управляющим муниципального управления электротранспорта Уфы, кстати, находится в процедуре банкротства с 2017 года, выбран Илья Павликов. Прежний управляющий Данил Рыбалка, пытавшийся взыскать с мэрии 504 миллиона рублей, освобожден от исполнения обязанностей. Интересно, почему? Решение об увольнении его принято по его заявлению, следует из материалов арбитражного суда Республики Башкортостан. Также он приступил к своим обязанностям, Павликов новый, в смысле, приступил к своим обязанностям с 8 июля. Ранее, правда, ПФО писала, что Рыбалка пытался взыскать с муниципалитета в пользу МУЭТ 504 миллиона рублей по заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности. Управляющий пытался доказать, что бедственное финансовое положение предприятия сложилось из-за экономических необоснованных тарифов на пассажирские перевозки по Уфе. По состоянию на начало июня решался вопрос о переходе из процедуры внешнего управления к процедуре конкурсного производства. После принятия решения об увольнении Рыбалка процедура внешнего управления на МУЭТ была продлена. Так, еще один материал захватим. Уфа-1. Опять приехали две машины, трупы погрузили и уехали. Уфимец рассказал, что происходит в ковид-госпитале. Мужчина заснял погрузку тел умерших, внимание, в специальную машину на видео. Это видео можно посмотреть на сайте Уфа-1. И вот что он говорит. Опять приехали две машины. Трупов погрузили и уехали. Уфимца зовут Азат Галиулин. Рассказал, что из больницы номер 18, где расположен ковидный госпиталь, ежедневно вывозят не менее 17 трупов, завернутых в черный мешок. При этом, по словам мужчины, сотрудники, которые грузят умерших, специальные машины надевают защитные костюмы. Сам Азат сейчас находится в медучреждении с пневмонией. Об этом мужчина сообщил корреспонденту Уфа-1 в личной беседе 12 июля. Значит, и вот он отмечает, видимо, как-то, да, этот мужчина сколько трупов вывозит. Вот он говорит, цитата: «Я услышал разговор водителей, сказали, что в четверг 17 трупов погрузили, в пятницу 22, в субботу 13, в воскресенье 23. А сегодня, вот на тот момент, да, 12 июля, опять приехали две машины, трупы погрузили и уехали». Вот подробности можно посмотреть на видео, там довольно страшная картина, так что не для слабонервных, так сказать. Но вот интересно, что это за трупы, да, и почему, если, возможно, они жертвы коронавируса, может быть, да, я не утверждаю ни в коем случае, то почему они в статистике не отражаются? Вопрос вот такой вот, знаете. Также МКСЭД, кстати, тоже на эту тему писали. В Башкирии главврач района ЦРБ неожиданно сообщил правдивые данные о коронавирусе. Ну, значит, там в своем районе он рассказал о том, сколько человек погибло. И, значит, почему-то, вот там он говорит, 3 из них скончались, да, и почему-то в статистике, я так понимаю, этих 3 нет. Вот, очень странно. А сейчас мы с вами проведем голосование. Переходим, давайте поменяем тему. На какую тему? Друзья, дело в том, что многие, наверное, слышали, что в Хабаровске на днях проходили акции, несанкционированные митинги, шествия
большие, которые собрали несколько тысяч человек, там, по данным местного МВД, было от 10 до 15 тысяч участников, а по данным некоторых СМИ до 35 тысяч участников, в поддержку арестованного губернатора Фургала, Сергея Фургала, который был арестован по делу об организации убийства бизнесменов. Дело в том, что этот губернатор член партии ЛДПР, и от ЛДПР, в принципе, избирался, да, то есть он победил там с большим просто отрывом кандидата от «Единой России» в Хабаровском крае. И вот, значит, люди вышли поддержать его, сказали, это мы здесь, там, власти, ну и так далее, да, там, долой Путина, ну и всякие разные лозунги звучали еще. И вот мы вас, собственно, спрашиваем, друзья, если бы с главой нашей республики, с Радием Хабировым, не дай бог, произошло бы что-то подобное, вы бы вышли на улицы города, чтобы поддержать его? Вот вышли или нет? Да, значит, вышли бы, обязательно поддержали своего губернатора Радия Хабирова, если бы с ним что-то случилось, да, вот что-то подобное в смысле. Так же, как и в Хабаровском крае жители, поступили бы вы так же, то звоните по номеру телефона 262 72 47. Если бы нет, не поддержали, вы не видите смысла его поддерживать и так далее, и, может быть, даже проводите, ваш номер телефона 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Если бы с главой нашей республики Радием Хабировым произошло что-то подобное, что произошло с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, вы бы вышли на улицы города, чтобы поддержать Радия Хабирова или нет? Да, вышли бы 262 72 47. Нет, не вышли бы 262 72 48. Ну вот интересное в этой истории что? Опять же, я повторюсь, да, Сергей Фургал, губернатор, уже, похоже, экс-губернатор, но пока что, кажется, он не снят, да, с должности, насколько я понимаю, Хабаровского края, это человек, который был избран от партии ЛДПР, а не «Единая Россия», как в большинстве регионов России. И, значит, жители Хабаровского края вышли на улицы для того, чтобы сказать, что это нами выбранный губернатор, почему Москва вмешивается во внутренние дела субъекта федерации. Ох ты, голосование максимально активное, друзья. Я никогда такого не видел за всю историю своей работы на «Эхо Москвы». Так, если бы с главой нашей республики Радием Хабировым произошло что-то подобное, что с губернатором Хабаровского края, вы бы вышли, как жители Хабаровска, на улицы города, чтобы поддержать его? Да, вышли бы поддержать Радия Хабирова в случае, не дай бог чего, 262 72 47. Нет, не вышли бы. Проводили бы его даже, может быть, 262 72 48. Я не буду отвечать по определенным причинам на этот вопрос. Хочу оставить это при себе, свое мнение в данном случае, и дам вам решить, все-таки вот вышли бы вы поддержать Радия Хабирова. Очень интересно, у нас остается буквально 10 секунд на голосование. Так если бы вышли Радия Хабирова поддержать, не дай бог, что с ним случилось бы, как с губернатором Хабаровского края, 262 72 47. Нет, не вышли бы поддержать Радия Хабирова, 262 72 48. Объявляю стоп голосованию, и, значит, 86% не вышли бы поддержать Радия Хабирова на улице, и остальные 14% вышли бы поддержать Радия Хабирова, если, не дай бог, с ним что бы случилось, как, например, с губернатором Хабаровского края недавно, на днях. А сейчас мы уходим на федеральные и региональные новости. Вернемся во второй половине часа. Оставайтесь с нами. — 6:30 в Москве. Здравствуйте, в студии Алексей Гусаров на Эхе Новости. Вице-премьер Юрий Трутнев, как пишет газета «Коммерсант», прилетел в Хабаровский край после протестов и встретился с силовиками. По словам одного из источников издания, Трутнев обвинил ряд чиновников из администрации региона в том, что они организовали митинги и демонстрации. На выходных в Хабаровске прошли несколько массовых акций в поддержку арестованного губернатора от ЛДПР Сергея Фургала. Его обвинили в причастности к убийствам местных предпринимателей в середине нулевых. Действующий президент Польши Анджей Дуда, по предварительным данным, лидирует на выборах с минимальным перевесом. Согласно опросам избирателей на выходе с участков, он набрал во втором туре
По последним данным, 51% голосов его оппонент, мэр Варшавы Рафал Трzaskowski, получил 49%, сообщила исследовательская компания Ipsos. Официальные итоги президентских выборов в Польше будут объявлены сегодня. В Брюсселе сегодня, как ожидается, состоятся переговоры Великобритании и Евросоюза по будущим отношениям сторон. О сложном процессе поиска компромисса расскажет Мария Китаева. В январе 2021 года переходный период закончится, и Великобритания покинет единый рынок и таможенный союз вне зависимости от того, какое соглашение о будущих торговых отношениях будет достигнуто, говорится в заявлении британского правительства. Как пишет газета Sunday Times, Лондон готовится к тому, что консенсуса стороны не найдут. А значит, с нового года между Великобританией и ЕС появится необходимость в таможенных и пограничных проверках, которых не существовало во время 47-летнего пребывания королевства в составе сообщества. На создание этой инфраструктуры власти выделяют 700 миллионов евро. Пока разногласия устранить не удается. Из-за этого, в частности, был отменен предыдущий раунд переговоров, стартовавший в конце июня. Одним из камней преткновения стало требование ЕС обеспечить доступ для европейских рыбаков в британские рыбопромысловые районы. Стороны опасаются, что не успеют прийти к согласию до января, но Лондон уже заявил, что продлевать переходный период не собирается. Великобритания покинула Евросоюз в феврале после 3 лет переговоров об условиях сделки, но и сейчас особого прогресса в переговорах добиться не удается. В Германии полиция с вертолетами ищет мужчину, вооруженного луком со стрелами. Подозреваемый отобрал пистолет у полицейских, сбежал в лес, пишет издание «Вельт». Как именно мужчина смог завладеть оружием, еще выясняется. Поиски идут в районе города Аппенау, немецкой земли Баден-Вюртемберг. В Москве 17 градусов, днем 24-26, кратковременный дождь и гроза. Алексей Гусаров, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. Благотворительный фонд «Изгелек» обращается к неравнодушным слушателям «Эхо Москвы» в Уфе. О заболевании двухлетней Амины Каримовой из города Туймазы стало известно еще во время беременности матери. УЗИ на 35-й неделе показало патологию развития внутренних органов. В первые дни после рождения была проведена операция по первичной пластике мочевого пузыря. Сейчас ребенок нуждается в срочной операции по пересадке и коррекции мочеточника. Помочь просто. Совершите перевод банковской картой на сайте фонда izgelek.com в разделе «Помочь». В поле назначения укажите имя и фамилию ребенка. Амина Каримова. Благодарим вас за помощь. Более подробную информацию вы можете найти на сайте благотворительного фонда «Изгелек». По понедельникам и четвергам после 13 часов в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город лучше. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центра современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валерьян Гагин. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. У микрофона Юлия Сафина. Здравствуйте. Число зараженных коронавирусом в Башкирии почти достигло 6 тысяч человек. По данным сайта stopcoronavirus.rf, за выходные число диагностированных заболеваний COVID-19 в республике составило 95 случаев. Всего с начала пандемии в республике выздоровели 3994 человека, умерли 19. В России более 727 тысяч зараженных COVID-19, из них 6615 выявлены за последние сутки. В Башкирии за выходные утонули несколько человек. Как сообщает пресс-служба Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Республики, 12 июня из озера Уртатау водолазы аварийно-спасательной службы вытащили тело утонувшего человека. Им оказался мужчина 1992 года рождения. Он купался в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, 11 июля в Нефтекамске на реке Белой утонул мальчик 2013 года рождения. По данным пресс-службы МЧС по республике, семья из Нефтекамска приехала на берег реки отдыхать, взрослые не доглядели за ребенком. Также еще 2 жителя республики утонули, купаясь в неустановленных местах. Один утонул в водохранилище близ села Наратасты Шаранского района, другой в озере Шагайка города Мелеуз.
В Башкирии автомобиль скатился с горы на палатке отдыхающих. Случай произошел в Давлекановском районе республики на озере Аслыкуль. 59-летний водитель, управляя «Шкода Фабия», при подъеме в гору остановился на склоне и вышел из автомобиля. Машина покатилась вниз, где находились отдыхающие. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, от криков свидетелей люди успели уйти с траектории движения автомобиля. Автомобиль наехал на припаркованный «Форд» и остановился. Освидетельствование показало, что водитель был трезв. Футбольный клуб «Уфа» в ничью сыграл с «Локомотивом». Встреча состоялась 12 июля в Москве на РЖД-арене. На 39-й минуте игры гол забил уфимец Даниил Фомин, реализуя пенальти. За 10 минут до конца игры железнодорожники забили ответный гол, автором которого стал Джефферсон Фарфан. В итоге 1-1, ничья. Лучшим игроком матча был признан Остен Урунов из Уфы. За два тура до конца чемпионата Уфа сохранила за собой 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В завершении выпуска о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Уфе ясно, 22 градуса тепла. Днем до плюс 33, умеренный ветер без осадков. Юлия Сафина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем эфир уфимского разворота на радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Вторая половина часа, вторая половина нашего эфира утреннего. И два гостя по отдельности. Сначала мы свяжемся по телефону с Эльзой Маулимшиной, членом Совета по правам человека при главе Башкирии, председателем Совета Башкирского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Эльза с нами на связи. Я так понимаю, Эльза, доброе утро. Доброе утро. Да, очень приятно с вами говорить. Вот, Эльза, расскажите, пожалуйста, как вообще, такой самый обычный вопрос, да, как вы стали председателем этого совета и что планируете делать на этой должности? Во-первых, эта должность согласовывалась у нас практически в Москве. Шли мы к этой должности довольно-таки долго, больше полугода. Тем не менее, у нас наше местное отделение ВАПИК больше 50 лет существует в Республике Башкортостан, с самого его основания. И предыдущий председатель, Слезовская Лариса Германовна, 29 лет была председателем. И вот сейчас пытаемся мирным образом, изменить структуру, скажем так, нашего ВАПИК, чтобы общество о ней слышало, чтобы мы могли в силу и возможности ВАПИК использовать действительно на охрану наших памятников и зданий. Эльза, такой вопрос. Когда мы с вами договаривались об этом интервью, вы у меня спросили, если позволите, да, я скажу, вы меня спросили, а это разве интересно обществу? Вот давайте так, Эльза, для тех, кто все-таки не понимает, для чего охранять памятники истории и культуры, и конкретно там архитектуры в Уфе, да, потому что мы знаем, что в последние годы в Уфе очень много памятников архитектуры было уничтожено. Это большая проблема, и Совет по правам человека очень много об этом говорил. Вот, Эльза, давайте все-таки попробуем пояснить, да, почему эти памятники, в том числе архитектурные, необходимо охранять. Какую ценность они несут? Во-первых, старинная архитектура – это малоэтажное строительство. И когда человек просто ходит между высоток, у него немножечко идет дискомфорт внутренний. А когда мы прогуливаемся неспешным шагом вокруг, по той же, допустим, улице Гоголя, а я вчера проводила 4-часовую экскурсию для студентов из Москвы, они проникаются атмосферой той старинной Уфы, и даже им, людям, которые не уроженцы Уфы, которые приехали сюда совершенно случайно только в гости, и даже им хочется, чтобы наша Уфа сохраняла хотя бы несколько улиц в аутентичном виде. Для чего сохранять?
Но все-таки люди без истории, не понимая, как жили их прадеды, бабушки и так далее, ну как-то мы, наверное, потеряем просто частичку себя. Мы же не манкурты все-таки. Эльза, я когда читал комментарии людей в социальных сетях на эту тему, да, там некоторые из них высказывались подобным образом. Они сказали, что якобы зачем нам эти старые здания, если мы на месте этих старых зданий можем построить многоуровневую парковку. Как раз у нас парковочных мест недостаточно в центре города, да. Вот скажите, что можно, какую аргументацию можно противопоставить? Ценность того или иного здания, то от того или иного кусочка Уфы зависит, наверное, от общественности. Насколько общество у нас хочет сохранить ту или иную атмосферу. Если мы все вокруг застроим парковками и высотками, ну, я не знаю. Эльза, да, вот смотрите, Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Вы говорили до этого, уже там несколько десятков лет, да, в Уфе отделение республиканское функционировало, но почему-то памятники культуры и истории уничтожались. Как так происходило? Вот с чем это связано? Это вопрос к предыдущему председателю Ларисе Германовне. Как вы считаете, почему? Ваше мнение? Ну, потому что предыдущее руководство, скорее всего, не так остро, что ли, акцентировало, актуализировало эту проблематику перед общественностью. Потому что у нас систематического подхода к сохранению памятников, к популяризации, ну, практически не проводилось. У нас в основном все памятники стали объектами культурного наследия в 90-х годах. Это 90-92-е года. Редко что ставилось на госохрану в 96-м, 98-м. Вся наша историческая часть, которая сейчас сохранилась в таком виде, они именно, предпосылки были в 90-х годах, когда ВАПИК довольно-таки очень хорошо имел и силу, и возможности, и так далее. А скажите, Эльза, вот по вашему мнению, отделение Республиканское Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры до вашего прихода, да, вот этот период в современной России, так скажем, это отделение, оно было просто каким-то, не знаю, органом наподобие декорации, чего-то такого, то есть это орган совершенно, который бездействовал? Он бездействовал, да. Эльза, а вот что планируется делать сейчас под вашим руководством? Каким конкретно образом вы планируете все-таки рассказывать населению, да, о ценности тех или иных памятников архитектуры, культуры и истории? Какие здесь инструменты использовать планируете? Во-первых, я естественно, в этом году буду заключать межведомственное соглашение с Национальным архивом Республики Башкортостан, потому что даже получение какой-либо исторической справочки, да, фотографии любого архивного документа, это стоит довольно-таки существенных сумм. Если между нашим обществом и Нацархивом РБ будет такое соглашение, я надеюсь, нам это будет либо бесплатно, либо существенными скидками предоставляться. Во-вторых, будет межведомственное соглашение между нашим объединением и вузами республики. То есть я хочу привлечь студентов и архитекторов, которые, допустим, дипломную работу будут писать под нашим руководством и воссоздавать, либо отмерять в настоящем виде сохраненные объекты культурного наследия. То есть сейчас эти обмеры довольно-таки стоят существенные суммы. Благодаря взаимодействию со студентом, я надеюсь, довольно-таки снизим это все затраты. Затем хочу, естественно, с Институтом права заключить соответствующее соглашение, чтобы студентов на практике мы учили, обучали правовой культуре сохранения объектов культурного наследия. Какими документами это можно сделать, подготовкой исковых заявлений, каких-то там заявлений, жалоб там и так далее. Затем нам нужны, естественно, студенты-маркетологи, которые будут красиво, красочно упаковывать наши объекты культурного наследия в Уфе и в республике. Студенты, журналисты, которые будут учиться на истории наших памятников, не просто сухую справочку писать, да, как мы это обычно делаем, историческую справку, а именно как-то облекать также в красивую упаковочку. Эльза, то есть мы рады всем.
Эльза, вот такой вопрос. Смотрите, если я, насколько знаю, таких историй довольно много, и не только в Уфе, да, в принципе, во многих городах России. Вот, например, блогер Илья Варламов об этом очень много говорил, и Артемий Лебедев, кстати, тоже когда-то упоминал, кажется, если не ошибаюсь, что просто с этих памятников архитектуры, в том числе, снимается охранный статус с корыстными какими-то целями. То есть снимается статус, сносится здание историческое, и на этом месте какой-нибудь застройщик, который это организовал, он просто начинает что-то возводить. Вот скажите, вот с такими грязными процессами, делами, как вы будете все-таки разбираться? ВАПИК уполномочен обращаться в суд в судебном порядке, оспаривать подобные приказы. То есть если обычное юридическое лицо, обычное НКО, либо там гражданин обратится в суд, то суд скажет, что ваших прав никоим образом это не нарушает, и поэтому автоматом откажет в иске, то в данном случае ВАПИК официально уполномочен как общественная организация как раз-таки обращаться с подобными заявлениями и исками. То есть мы это будем практиковать. Скажите, а вот в реалиях российской судебной системы можно ли добиться справедливости, как вы считаете? Можно. У нас питерский ВАПИК очень такой активный, ВАПИК в других регионах. Очень часто они выигрывают суды, в том числе против управлений по госохране местных. Эльза, когда вас назначили, об этом новость появилась, я слежу за уфимским фейсбуком, в том числе очень много было положительных отзывов, да, потому что кто-то говорил, что действительно, наконец-то, человек, который действительно что-то делал и до того, как его назначили председателем башкортостанского отделения, вот, это хорошо. Вот поэтому я вам желаю все-таки удачи и надеюсь, что действительно нам удастся сохранить тот самый исторический вид Уфы, те самые очень ценные здания, в том числе и не только здания, но и все объекты, памятники истории и культуры. Поэтому желаю вам удачи на новые должности. Это лично от меня пожелание. Да. Спасибо. Да, с нами была на связи Эльза Маулимшина, член Совета по правам человека при главе Башкирии, председатель Совета Башкирского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. А сейчас в студии с нами находится шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе Руслан Валиев. Руслан, здравствуйте. В принципе, почему я с вами решил поговорить в прямом эфире? Дело в том, что про Уфу, как я уже в обзоре прессы упоминал, опубликовала несколько дней назад материал о том, что якобы у радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе сменился учредитель. Но, как оказалось, все там довольно неоднозначно. Да, что это за учредитель, почему он сменился, кто это такой и что нас ждет в будущем? Что могу сказать? Учредитель у радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе не менялся, это надо понимать. Учредитель поменялся, даже не учредитель, учредитель поменялся у юридического лица ООО «Эхо МСК». Это юридическое лицо является региональным партнером радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе и занимается, хозяйственной деятельностью, продажей рекламы, документооборотом и, в общем, обеспечением жизнедеятельности нашей редакции здесь. Учредителем же все-таки радиостанции как таковой был и остается холдинг «Газпром Медиа». Да? То есть радиостанция «Эхо Москвы», как и «Эхо Москвы» в Уфе, это структуры холдинга «Газпром Медиа». Соответственно, вот я, как шеф-редактор «Эхо Москвы» в Уфе, являюсь сотрудником ЗАО «Эхо Москвы». ЗАО «Эхо Москвы» — это то самое ЗАО, которое является де-факто «Эхом Москвы» как таковым. В этой компании, в этом СМИ есть главный редактор, его все знают, Алексей Алексеевич Венедиктов. Именно он определяет редакционную политику всей радиостанции и, в общем, курирует редакционную политику региональных подразделений. Соответственно, никто иной никаким образом влиять на редакционную политику «Эхо Москвы» как такового и «Эхо Москвы» в Уфе влиять не может. Вот та самая Наталья Кардакова, согласно, как пишет про Уфу, является учредителем ООО «Городской обзор», которое популярный уфимского информационного сайта «Горобзор». И некоторые связывают «Горобзор» с Белым домом Башкирии, так скажем. Вот
Почему так получилось, что Наталья Кардакова, она еще вот и стала, значит, учредителем сайта «Эхо Москвы» в Уфе? Это значит, что власти этот сайт купили? По поводу связанности Кардаковой с Белым домом ничего сказать не могу. Я, как и говорил Рамилю Рахматову в разговоре по телефону, не знаком лично ни с теми людьми, которые до сих пор были учредителями ООО «Эхо МСК», так и не знаком с Кардаковой, соответственно. Опять же, существует такая практика, когда люди, занимающиеся там юридическим сопровождением бизнеса, скажем, да, аутсорсингом занимаются они, бухгалтерию ведут, документооборот ведут, они же становятся, скажем так, формальными, что ли, учредителями той или иной компании, именно юридического лица, я имею в виду. В данном случае именно об этом речь может идти. То есть я к этому никакого отношения не имею. Как я уже сказал, я имею отношение исключительно к редакции «Эхо Москвы». Опять же, главным редактором которой является Венедиктов, а шеф-редактором в Уфе являюсь я. И редакционная политика зависит от нас, а не от кого бы то ни было, кто находится в списке учредителей, партнеров или, опять же, кого бы то ни было, юрлиц, связанных с продажей рекламы. Руслан, вы шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. И скажите, а как так получается, что вы не знаете, кто является учредителем сайта, где публикуются материалы? Мне это не интересно и не важно, да, то есть в данном случае это не касается моей непосредственной работы, как и твоей, как и вот всей нашей редакции, соответственно. То есть вот там может быть кто угодно, да, совершенно кто угодно, я не знаю, там условно хоть Владимир Путин, да, будет значиться в этом списке, но это никак не влияет и никакого отношения, еще раз, не имеет к тому, как мы ведем свою работу, поскольку лицензия на вещание в Башкортостане, как и везде по России, в данном случае, как почти везде по России, принадлежит ЗАО «Эхо Москвы» с главным редактором Венедиктовым. Руслан, вот если внезапно госпожа Наталья Кардакова, кто бы это ни был, решит повлиять на редакционную политику, что будет? Радиослушатели первыми об этом узнают, что происходит нездоровая ситуация. В общем, об этом, конечно же, тут же узнает Алексей Венедиктов, как главный редактор «Эхо Москвы» в Уфе, и будет принято соответствующее решение. Да? То есть радиостанция, она ни на шаг, ни на секунду не отступала и не отступает от своей политики редакционной. Все остальное, сайт, какие-то ресурсы в интернете, это все технические, скажем так, атрибуты, которые сегодня есть, завтра их нет, сегодня один, завтра другой. Но «Эхо Москвы», оно остается «Эхом Москвы». Хорошо. В материале про Уфу в заголовке было написано: у радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе сменился учредитель. То есть это заголовок совершенно не относящийся к реальности. Как минимум он не точный. Действительно, учредитель поменялся у ООО, которая владеет доменным именем эхомскуфа.ру, то есть сайтом, не более того. Кстати, упоминается уже в тексте, но заголовок он совершенно как бы... он немножечко, меняет картину. Вот скажите, это, как вы считаете, репутационный урон нашей радиостанции приносит или нет? Я думаю, нет. Постоянные слушатели радиостанции прекрасно знают и так ориентируются в этих делах. Те, кто не слушают нас постоянно, но более-менее представляют о том, кто мы есть, могли задаться вопросом, наверное, вполне справедливо, а что же все-таки происходит. Но для этого как раз мы здесь и сидим, чтобы расставить все точки над «и» и ответить на вопросы и сомнения тех людей, кто эти вопросы справедливо задает. Планируете ли вы, как представитель радиостанции, подавать, возможно, иск? Да нет, конечно. Из-за этой публикации? Я в общем, против всякого рода исков. Я за свободу слова. Я, понятно, могу относиться где-то отрицательно, где-то осуждающе к каким-то вещам, которые мне не нравятся, но я могу об этом открыто заявить, сказать, что, ребята, где-то вот вы не правы, а давайте мы все-таки ошибку исправим, а давайте мы поясним. Я не знаю, поспорим, может быть, если где-то это требуется, без проблем. Но иски — это совершенно не тот инструмент, который уместен в данной истории. Вот, кстати, о свободе слова и о состоянии журналистики в Башкирии и в России, о преследовании журналистов сегодня проанонсирую все-таки, выпуск передачи «Актуальное в деталях». Сегодня с 14:00 слушайте и смотрите в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Поговорим с политологами, журналистами и так далее, с разными экспертами об этой проблеме, о том, что же все-таки журналистика в Башкирии творится. С нами был Руслан Валиев, шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Мы говорили о публикации про некую смену якобы учредителя радиостанции, на самом деле сайта. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Спасибо большое за эфир и хорошего вам дня. До свидания. Мягкой посадки ваш